Февраль кончается, то бишь охот сезон кончается. Поэтому разомнем, делаем последний поход. Что попадет, то и ладно. Плюсы большие, небольшой морозец, легкий снежок. Погода сегодня мягкая, нормальная. И два легких минуса. Ногу ушиб, как подведет или не подведет. И планирую пройти 10 километров, когда возраст уже близко 70, удастся или нет. Проверим. Васильевич. Приветствуем. Да, прогуляться. Пивной животик уменьшить. Снежок-то небольшой, но нифига себе сколько навалял. Небольшой снежок, надо же, какой он бывает. Так, ну что, ребята. Нифига себе. Немножко наваляло. Тут дай бог снегоходом выехать. Ну а тут снегоход или не снегоход? Выйдем, наверное. Так, интересно, какие лыжи брать? По горкам, конечно, ходить камусовый первый сорт. Никаких проблем, что горка есть, что нету. Но я собираюсь пройти по буранному следу, то бишь там горок несколько штук. Лыжные палки возьму. Возьму простые лыжи. У них основной плюс, не надо долго одевать и раздевать. Ногу засунул, высунул. Ладно, берем эти лыжи. Поехали! Ни хрена себе какой бруствер на этот раз. Ну, дорожники, да это метр, мать моя. А с другой стороны, что расстраиваться? Лопаты нет, есть ноги, ни хрена себе какой бруствер. Ни хрена себе. Как-то так. Полет нормальный. Это что, снег гуще и гуще начинает идти? И, надеюсь, я обратно выйду с лыжами. Ну, отъехали от поселка. Энное количество километров. Дальше пешком. А снега-то точно больше стало. Давай. Так, ходячая охота, она, как правило, теплая. Поэтому шубу снимаем. Так, ну, меховая безрукавка понадобится, нет, не знаю. Но будет жарко, сниму. Патроны нужны. 4 пули таскаю. Вдруг волки выскочат. Чтобы они меня сразу не увидели. Маскалад. Так. Ну что, станцию-бранцию надо? Надо. Что, я зря таскал, что ли? Зря возил, что ли? Бинокль нужен? Нужен. Я не зоркий сокол. Оружие надо? Точно надо. У нас задача не хухры-мухры кататься, а пройтись и что-то увидеть. Наверное. Но это как повезет. Ну, не повезет и ладно. Ну, не повезет, сильно огорчаться не будем. Будем считать, что мы жирный животик решили уменьшить. И будем считать это основной задачей. А если кого-то увидим, то что ж, стрельнем. Так, ну что, всем заряжать. Верхний ствол 4 на рябчика, нижний единица. Вдруг типа глухаря что-то взлетать будет. Надеюсь, из-под носа, а не за 100 метров. Предохранитель. Так, подождите. Так, ну что, я готова. Ну что, поехали.
Вот это пластиковые лыжи. Блин, что я камусовый не одел? Ёлки-моталки. Так, а где палки? Одна палка 2 метра улетела. А вторая где? Да. У меня же сани были. Надо было обе пары взять лыж. Ай, умная мысля приходит опосля. Пластик, мать его, за ногу. В планах было пройти 5 километров, туда-сюда 10. Какие 10 с этими лыжами? Назад скользят. Сильнее, чем вперед. Фу. Мать моя. Да. Ладно. Охотный поход накрылся медным тазом. Назовем это поход проверки лыж с пластиковым покрытием, то бишь полупластиковые лыжи. Ощущение, что пакость одна. Скользят назад быстрее, чем вперед. Да, поход. Да. Ой, легонькая горочка. Проблема, супер проблема. Супер проблемой стал. Интересно, насколько меня хватит? Километр хоть хватит? Вопрос интересный. Ладно, согласен. Если по ровной поверхности втихаря идти, худо-бедно пойдет. Но такая дорога в лесу редко встречается. То, что для охоты купил полупластик, это моя крупнейшая ошибка. Лучше деревянный. Перекур. Ну, почти обед. Обедаем по одной простой причине. Я собирался с охотой 10 километров проходить медленно, с чувством, с расстановкой. То бишь я на всякий случай взял, чтобы закусывать, то бишь обедать 3 раза. Шо мне таскать этот лишний вес? Хоть на 30% уменьшу. Ладно, и на старуху бывает проруха. Спортсмены на пластиковых бегают спокойно по одной простой причине. У них проложенная тропа, хрен свернет. Или конькобежным, там вообще никакой тропы не надо. Первый сорт можно бежать. Пластиковыми лыжами, как коньками. А тут шел по снегоходной дороге, считай, по буранной. Наклон, и в наклон весь туда качусь. Ну, поехали. Лепота. У нас около поселка, там, где тропа заходит в лес, кто-то классное объявление повесил. Ребята, не будьте свиньями, не загрязняйте природу. Классно сказано. Поддерживаю. Лично я банку не выкидываю. Выкинул в мусорный ящик в поселке. Пускай лучше в мусорке обваляется. Перчатки обледенели. Вот и тепло. Хрен тепло. Ни хрена себе, как я сейчас их одену. Пойдем без перчаток. Вообще-то у меня там запасные есть, но далековато. Ну, дай Боже, дойти до снегохода. Желательно без матюгов. К палкам металлу руки пристают. Ух, понеслись по кочкам. Ну, по проложенной лыжне вроде ничего. Сойка, ну партизан. В бок лыжи соскользнули. Монопод сломал. Редиска. И сейчас буду выбираться. Ай. Чуть легкий наклон и в сторону соскользнул. А держа одной рукой лыжные палки и не удержался. Да. Как мне сейчас тебя из сугроба-то выйти? Лыжи вверху на твердом месте, а я сам на мягком. На. Японский бог. Так, ладно, это не матюг. Да. Охота какая-то. Вот это да. 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 Ну, стволы забил, конечно, снегом. Стрелять уже нельзя. Ладно, потом продую. Бывает в жизни огорчение.
принципе, если идешь по лыжне и опираешься обеими руками, можно. Ай. Да. Если бы можно, если они были спортивными. Но охотничьи одно расстройство. Ох ты, блин. Вот легусенькая горочка. Ну, давай. Горочка 2 метра, не знаю, 10-15 градусов. И не пройти. Замучился испытывать. Пешком дойду по буранной дороге. Вот, то ли дело. Ура! Дошел до снегохода. Опа-на! Пластик, конечно, классно, очень классно оформили. С рысью. Так этот пластик, вон, вот отдираться начал. Вроде и пройти-то ничего не успел. Ну, собираемся домой. Основная цель, взяли фотоловушку. Надеюсь, на обратном пути ничего такого хвостатого не встретится. Ух ты, какой снег пошел. Это называется на 5 минут остановился. Сейчас выйдем посвободнее, развернемся. Однако наваляло. На солнце опять вышло. Сколько же по такому снегу проваливался снегоход? Проваливался 18 сантиметров. А, какой 18? 18 плюс лыжа 10. 28 сантиметров снегоход по такому снегу проваливался. Капитально. Саню уже силы не хватило тянуть. Ну, при таком снеге, конечно, в первую очередь мощность играет роль. Поднялся бы я на эту горку на полупластиковых лыжах. Поднялся, точно, через неделю. Интересно все-таки, полупластиковые охотничьи лыжи кто придумал? Неужели Greenpeace до сюда руки протянул? Если бы я сам покупал эти лыжи, полупластик, я бы их не купил. А по телефону как определишь, эти лыжи нужны или нет? Был выбор, полупластик купить или деревянные, блин. То меня на этот полупластик потянуло. Херня такая. Назад быстрее ездить, чем вперед. И дай бог наклон какой-то в сторону. С двумя палками-то и то не каждый раз удержаться можешь. Кому бы подарить эти полупластиковые лыжи, а? Через Авито, что ли, продать? Ни хрена себе.